Глава Ингушетии принял участие в селекторном совещании под председательством зампреда правительства России и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева при участии полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки и глав северокавказских регионов. Обсудили систему мер по развитию округа. Трутнев напомнил участникам заседания, что в 2017 году Северокавказский федеральный округ был включен в перечень приоритетных территорий Российской Федерации, для которых правительством страны разрабатываются разделы по опережающему развитию в рамках государственных программ. Юрий Чайка также обозначил долговременные проблемы, которые ведут к существенному отставанию основных показателей развития субъектов округа от среднероссийского уровня: безработица, неблагополучная ситуация с уровнем доходов населения, накопленные в реальном секторе экономики трудности. Также он подчеркнул, что считает целесообразным при актуализации стратегии социально-экономического развития округа до 2025 года учесть цели и целевые показатели, предусмотренные Майским указом президента России, а также положение общенационального плана действий, которые обеспечивают восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. По всем основным экономическим показателям субъекты Северокавказского федерального округа более чем в 2 раза уступают среднероссийским показателям. Это и валовый региональный продукт, и на душу населения объем инвестиций в основной капитал, средняя заработная плата. Почему программа социально-экономического развития Северного Кавказа не оказала существенного влияния на развитие экономики? Прежде всего, уверен в том, что одними бюджетными средствами, сколько бы мы их ни выделяли, добиться экономического развития невозможно. Бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможность для реализации частных проектов. Мы так работаем на Дальнем Востоке уже 6 лет. На 1 бюджетный рубль у нас по уже текущим осуществленным вложениям приходится 15 рублей частных инвестиций. На Северном Кавказе эта цифра 40 копеек, в 30 раз меньше. Если бы мультипликатор при вложении бюджетных средств на Северном Кавказе был такой же, то экономика получила бы более 800 миллиардов рублей частных инвестиций. Это уже совсем другая цифра и совсем другие результаты работы. Дело не только в объеме финансовых средств. Построенные за бюджетный счет объекты после этого оказываются в государственном же управлении, которое в бизнес-проектах не всегда эффективно. В этом году Министерство экономического развития России должно согласовать с вами распределение средств этого года на наиболее важные объекты. Прежде всего, задача завершить незаконченное строительство. Михаил Викторович эту работу ведет, он на ней тоже коротко остановится. Если будут вопросы, мы на них ответим. Уважаемые коллеги, абсолютно уверен в том, что развивать экономику каждого региона можно только слаженными, эффективными действиями и региональных команд, и правительства Российской Федерации. Именно такую работу мы с вами должны выполнять для того, чтобы выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и достичь главной цели – улучшения жизни людей. Широкое внедрение технологий цифровизации позволит ускорить процессы социально-экономического развития и обеспечить открытость принимаемых управленческих решений, снижая риски коррупционных проявлений. В этих целях проведены переговоры с руководством Росфинмониторинга и Казначейства России, сформированы единые подходы по мониторингу и противодействию незаконным финансовым операциям, а также по координации проведения контрольных мероприятий, в первую очередь при расходовании государственных средств. В предыдущие годы объем инвестиций в основной капитал на душу населения более чем в 2 раза отставал от среднероссийского показателя. Указанные проблемы являлись предметом рассмотрения оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации в апреле текущего года. По результатам совещания были приняты комплексные масштабные решения, направленные на выработку и скорейшую реализацию мер по улучшению социально-экономической и общественно-политической ситуации в округе. Населению важно видеть быстрые и реальные сдвиги в развитии экономики. Поэтому нами предпринимаются активные меры по привлечению инвесторов в субъекты округа в различных сегментах экономики. Во взаимодействии с руководителем «Газпрома», Россетей, Сбербанка и Ростелекома проработаны вопросы реализации на территории субъектов округа ряда инвестиционных проектов, в том числе «Умный город», энергоэффективные технологии, разметка данных и ряда других, направленных на обеспечение социально-экономического развития субъектов округа и его инфраструктурное развитие.
Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, все ранее достигнутые договоренности по социально-экономическому развитию и реализации инвестиционных проектов, которые я отметил, сохранили свою силу. Работа по указанным вопросам будет продолжена, и это позволит уже в ближайшее время получить конкретные результаты, чтобы наши граждане как можно скорее ощутили реальное улучшение качества жизни. Вместе с тем, немаловажное значение в развитии округа составляет вопросы среднесрочного и долгосрочного планирования.